Ни поблажек, ни выгод, ни гладких дорог не прошу у тебя, мой возлюбленный край. Я хочу о твоей чудодейной судьбе написать для земель и народностей всех. Эти строки из эпической поэмы «Человек их мифа» раскрывают всю суть творчества Владимира Михайловича Санги, нивского писателя, основателя нивской письменности и литературы, создателя нивского алфавита, букваря и учебников, обладателя титула «Гордость Сахалинской области», лауреата Государственной премии РСФСР имени Максима Горького, заслуженного работника культуры ЯССР. Владимиру Михайловичу Санги, самобытному и талантливому писателю, известному общественному деятелю, вождю нивского народа 18 марта 2025 года исполнилось 90 лет. Этот знаменательный юбилей Владимира Михайловича Санги широко отмечается общественностью Сахалина, Якутии, да и всей России. Ему было посвящено много мероприятий. Сотрудниками краеведческого отдела Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия организована прекрасная книжная выставка, которая представляет собой увлекательное путешествие в мир жизни и творчества мастера слова. Здесь показаны произведения Владимира Санги с начала его писательской деятельности и по настоящее время. Собраны воспоминания о нем, литературоведческие статьи и многое другое. В Литературном музее имени Платона Алексеевича Аюнского также отметили юбилей Владимира Михайловича Санги, который начался с показа уникальных фотографий, подготовленных научным сотрудником музея Ефросиньей Семеновной Наговицыной. Когда я готовила вот это мероприятие, поразило то, что он и стихи писал. В 2019 году, оказывается, презентация сборника его стихов была. И эти стихи были посвящены разным женщинам. Владимир Михайлович такой вообще, вот один раз его увидишь, да, один раз его как-то, хоть на фотографию, хоть живьем, никогда не забудешь. Он такой единственный, наверное, вот такой, не сказать колорит, но он очень заметный. А обычно я слайд-фильмы делаю к юбилеям художников, писателей. И фотография Осипова Афанасия Николаевича, он конкретно начал рассказывать. Да, я вот этот самый с нивским писателем, с Владимиром Санги, он у нас в горном гостях был, а там рядом еще стоял Сава Иванович Тарасов. И потом воспоминания нашла, что они по горному Санги возили. И он тогда так увлекся и нашей историей, и нашим фольклором. Ну вот какой-то интерес. И потом вот желанный берег голубой, само собой, разумеется, да, вот 82-й год. Я вообще была тоже, опять-таки, поражена тем, что Санги именно рассказал Чингизу Айтматову вот эту историю. И вот повесть появилась, а эту повесть Борисов случайно, будучи студентом, нашел. И у нас вот спектакль, который в этом году вошел в золотой фонд 100 лучших постановок России. Владимира Михайловича, как вы знаете, понаслышке или, может, встречались, или по произведениям? Ну, я думаю, что вот его знает вся страна, даже, можно сказать, весь мир. Это писатель, общественный деятель. Вот. Так вот я его знаю. И так-то вот я знаком с его произведениями, а так лично вот не встречался. А так-то случай был, когда вот в Верхнеуфлейском улусе так в 2012 году организовали вот всех писателей. Он как раз в это время приезжал. И ну, я мог туда поехать, но по работе как-то вот не получилось, и поэтому вот только ну, материалы опубликовал ли вот в журнале, в газете «Крым» по этому случаю. И вот я его больше знаю по рассказам вот моего старшего друга, народного писателя Якутии Семена Титовича Рупова. И вот читал его статьи
про Владимира Михайловича. И сейчас читаю, и каждый раз нахожу что-то новое. И, ну, такое у меня восприятие восторженное, что вот есть такие люди. Меня зовут Гоголева Элита, я студентка 5-го курса Института языков и культуры народов Северо-Востока. Специалитет литературное творчество. Вот скоро заканчиваю. Я впервые сегодня столкнулась с писателем Владимиром Санги. Я думаю, что я обязательно прочту его произведение. Очень интересно, очень познавательно. Одно из мероприятий – это сегодня, значит, Анна Ивановна Гоголева, научный сотрудник нашего музея, и я, мы были в школе номер 23 города Якутска. И Анна Ивановна говорила о книге, которая вышла под редакцией и составителем, который являлся Александр Николаевич Жирков, книга сказок детям, да, и мы рассказывали об этой книге ребятам, это был 9 класс. И когда мы говорили, что эта книга переведена на 7 языков, в том числе японский, английский и так далее, и ребята сразу спрашивают, мы как-то, видимо, заинтересовали, и они сразу спрашивают, а на русском языке есть там? И мы говорим, есть на русском языке, ребята, пожалуйста, прочитайте. И Анна Ивановна сказала такие хорошие слова, что главная задача Владимира Михайловича Санги – это чтобы весь мир узнал о нивхах. Я работала очень долгое время в Сахатеатре, и, конечно, одним из моих любимых спектаклей, я думаю, что и многих, кто видел этот спектакль «Желанный голубой берег мой», да, я рассказала ребятам об этом спектакле и сказала, чтобы они обязательно сходили на этот спектакль. И почему я говорю, и, значит, даже моя презентация была посвящена именно этому спектаклю. Потому что, конечно, этот спектакль сыграл очень большую роль не только в жизни Андрея Савича Борисова, да, но и в жизни, я думаю, что всего Сахатеатра и всего театрального искусства Якутии, можно даже сегодня сказать уже и России. Потому что этот спектакль, как сказал Андрей Савич, он был почти во многих странах мира. Также в Национальной библиотеке состоялся круглый стол, посвященный 90-летию Владимира Михайловича Санги, с онлайн-подключением Сахалинской областной универсальной научной библиотеки, где присутствовал сам юбиляр. С приветственным словом выступил модератор Артем Александрович Ветров. Добрый день всем присутствующим в здании областной универсальной научной библиотеки, Сахалинской областной универсальной научной библиотеки. Мы приветствуем коллег, которые подключились к нам из Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия, и разрешите поприветствовать вас на нашем совместном круглом столе, который посвящен знаменательной, безусловно, дате, наверное, во всероссийском масштабе. Это 90-летие Владимира Михайловича Санги, писателя, основоположника и классика нивской литературы, первого президента Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. После приветствия была презентация. Онлайн-показ документального фильма к юбилею Владимира Михайловича Санги, фрагмент из которого мы представляем. Я северянин Нивых, рожден в чаду метели, и мне знаком ее протяжный вой. Вот потому и снятся ели, и брежу я тайгой. В чащобе непролазной и медвежьей ищу я оттиск свежего следа. То где-то на Охотском побережье с добычей убираю не вода. То вдаль зовут, где кочевали деды, меня неугомонные ветра, то слушаю старинные легенды ночами у рыбацкого костра. Но где б я ни был, автогенов вышки на острове повсюду вижу я шахтерские копры и нефтяные вышки. Здесь все мое, окраина моя. После фильма были поздравления. Уважаемый Владимир Михайлович, дорогие сахалинские коллеги,
Давайте друг друга поздравим с 90-летием Владимира Михайловича. Еще раз. Владимир Михайлович, вот как я уже сказал, перед вами, перед выбором своего будущего оказался, когда ему было 17 лет. Он мог стать очень хорошим исследователем, географом, физкультурником, исследователем несметных богатств своего родного края, Сахалина, других земель и так далее. Он был талантлив во всем. Но выбор сделал единственно правильный – раздвинуть границы познания миром народа нивхов. Дорогой Владимир Михайлович, очень приятно вас видеть и слышать. Это для нас настоящий праздник. Так мы все время от души желаем за вас успехов в литературном творчестве, политике и вообще в жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири, Дальнего Востока. В конце онлайн-встречи было предоставлено слово юбиляру. Дорогие земляки, дорогие друзья, проживающие в разных регионах нашей огромной Российской Федерации. Мой юбилей показывает, что интересы у разных народов объединяются благодаря тому, что творческая интеллигенция этих народов, мобилизуя свои таланты, способности, а также предвидя будущее своих народов, давно уже объединились в разные общественные организации. Кроме того, еще средства массовой информации действительно делают достоянием других народов те большие и сокровенные ценности, которые наработали за последние десятилетия писатели, поэты, музыканты, художники, общественные и политические деятели, вот представляющие все эти народы. И, конечно, объединяя эти усилия, каждый народ, ищущий благополучие в своем завтрашнем дне, найдет и опору, найдет и способы реализации этих великих целей. Поэтому юбилеи, они играют очень большую роль в плане коммуникации, в плане мобилизации умов представителей разных народов во славу счастливого будущего всех народов Российской Федерации. На этом онлайн-подключение завершилось, а работа круглого стола продолжилась докладом литературоведа, доктора филологических наук Варвары Борисовны Окороковой о жизни и деятельности Владимира Михайловича Санги и выступлениями участников этого мероприятия. Когда связано с Санги, то он как-то появляется, и даже 90-летие у него наступает очень такие моменты, чтобы громко сказать, исторические. Вот я в эти дни думаю о том, какая миссия у артистического центра эпоса и искусств, который строится и 27 сентября откроется. Конечно же, и сразу же обращает свое внимание к истокам появления этой идеи театра Ланхо, спектаклей Сахатеатра на тему северных народов, коренных народов. И, конечно же, я все время думаю о спектакле «Желанный берег». Карен Камбакёк Катылым,
который, оказывается, 45 лет тому назад единственный человек, который благословил это Санге, оказывается. Оказывается, вот правильно вот вы говорите, Александр Николаевич, два молодых человека, когда к нему пришли домой, то я еще позже я осознал о том, что я же получил благословение от великого Нивха, от человека, который подарил сюжет. Вот это я тогда еще не осознавал. Ну, поговорили там, и вот правильно он переговорил с Айтматовым, разрешение. И вот это благословение уже длится вот уже 45 лет. Но самое интересное, вот я же поставил спектакль Ханидо Халирха, который тоже гремел по всему Союзу. Юкагирского писателя, где и юкагиры, и эвены, эвенки, чукчи, якуты. Потом, значит, я поставил спектакль также «Алитет уходит в горы» про чукчей, да. И вот я там открыл одну закономерность. Ну, почему я называю это спектакль? Потому что они же, конечно, имеют влияние вот нивской философии, философии северных народов, малочисленных народов, коренных народов. И я вот открыл такое, как только я беру казалось бы, за локальную историю малочисленных народов, северных народов, и оно вдруг открывается в масштабе глобальном, мировом масштабе. Вот этот феномен вот я тогда подумал, что вот наши малочисленные народы, они хранят при этой глобализации, вот этой цифровизации всего и вся, вот они являются хранителями для всего мира главных ценностей человечества. Самый живучий лозунг – это дружба литератур, дружба народов. Его сегодня никто не возьмется отрицать, потому что действительно для того, чтобы народы сдружились, в первую очередь должна сдружиться литература, а должны дружить писатели. С этого и все начинается. А мы знаем, как это было в советское время. Я только начав свою работу в аппарате областного комитета комсомола, это была практически моя первая командировка, были дни литератур малочисленных народов Севера. И я с этой большой группой, в составе которой был Владимир Михайлович, Григорий Хаджер, Анна Муреева, все наши писатели Крайнего Севера, мы поехали в Усьмайский район. Там нас встречал Дмитрий Апрасимов. Это была незабываемая поездка. Вчера вечером копалась в своем архиве и нашла фотографию. Здесь есть, это черно-белая фотография, но, в общем-то, неплохая фотография, где запечатлены все на площади селе Усьмая. Мы объездили несколько наследов Усьмайского района, завершили эту встречу в Солнечном. И я, в общем-то, тогда впервые прикоснулась к литературам народов Севера. И это было очень интересно. После этого, конечно, много раз встречалась с Владимиром Михайловичем, когда он сюда приезжал на каких-то московских литературных форумах. Знаю, что среди старшего поколения у него было очень много верных друзей. Вот Семен Титович Руфов. Да, он почти со всеми дружил. И с Савой Ивановичем Тарасовым, и с Сафроном Петровичем Даниловым. Они были на дружеской ноге. Что такое дружба писателей? Дружба писателей – это в первую очередь переводы, издания. И я думаю, что в советское время такого большого наплыва переводов не было, но, как говорится, наши писатели всегда помнили о Владимире Санги. И, наверное, сегодня здесь вот на этой выставке можно найти журналы и газеты, где было много публикаций, перевода его произведений на якутский язык.
Ну, у каждого писателя бывает самая главная книга жизни. Я не знаю, как считает Владимир Михайлович. Мы вот последний раз виделись на книжной ярмарке на Красной площади где-то лет 5 назад. Тогда презентовали большую антологию поэзии народов России, и у него там были стихи. Но я думаю, что он самой главной своей книгой наверняка считает свой роман «Женитьба Кивонгов». Сегодня, вот, если взять в руки эту вещь, то можно понять, он ведь был молодым тогда, когда писал этот роман, не седовласым, еще сильно не помудревшим, как говорится, человеком, но он на самом деле написал, оказывается, энциклопедию жизни нивхов. На родине писателя, на Сахалине, был проведен ряд мероприятий, посвященных юбилейной дате, на одном из которых губернатор Сахалинской области вручил Владимиру Михайловичу Санги государственную награду – Орден за заслуги в культуре и искусстве. Владимир Михайлович Санги всегда поддерживал и поддерживает дружеские связи и отношения с якутскими писателями, всегда является дорогим гостем на земле Аланхо. В один из его приездов мы побеседовали о его главном детище – эпосе сахалинских нивхов. Это фольклор народа, воссозданный, обнародованный представителем этого народа. Нивский фольклор чрезвычайно богатый. Нивский народ за свои тысячелетнее существование создал много разных жанров и чрезвычайно богатые по содержанию, историческому содержанию, этнологическому, так и по духовному. Ну так вот, 42 года я потратил, чтобы издать вот книгу «Эпос сахалинских нивхов». Работа над этим томом и вообще в целом работа по сбору и осмыслению фольклорных материалов где-то лет 20 назад привела меня к мысли, что фольклор является предельным достижением интеллекта человека. Это наивысшее достижение осмысления всех слоев жизни, как по описанию текущего времени, так и по движению времени, по истории становления народа, этноса. Ни один писатель мира не в состоянии отобразить то, что сотворено и отображено фольклором на протяжении тысячелетий своего существования. Вот какое достояние, какой кладезь опыта, мыслей, философии и огромного арсенала художественных приемов вот в этой книге заложено. Сотни ученых разных стран будут возвращаться к моей книге. Будут возвращаться. Вот когда я закончил работу над рукописью, не над книгой, а над рукописью, в стойбище, проживая у себя на заливе Чаева, я поставил точку, расписался и сам себе сказал: я свой долг перед своим народом выполнил.